Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Слугараева. И сегодня в выпуске. От гатчинских валенок до удмуртских норок. И мы обязаны поддерживать эту кооперацию. С ярмарки кооператоров всей страны. Аделя Кламиц. Встретиться ради глобальных решений. Была рекомендация дана. Избирайте, людей авторитетных. Каким будет и чего ждут от съезда народов Татарстана, узнал Дмитрий Аринин. О новых и наболевших вопросах. Никакой подтверждающий документ, что у нас перегруза нет. Как Татарстан примет автовесы и почему двухмесячник по уборке на грани срыва у Альбины Минибаевой. Более 400 клиентов ТФВ «Финанс» могут претендовать на страховые выплаты. Данные граждане могут обращаться в банки-агенты и уже сегодня получить страховое возмещение. О новом повороте в истории Татфонбанка расскажет Александр Севастьянова. Изба из сосисок, матрешки из теста и куклы из пирожных. В Казани сегодня открылся Всероссийский форум потребкоопераций. Среди гостей председатель Совета Центра Союза, губернатор Ульяновской области и 600 делегатов из разных регионов страны. Как собираются решать проблемы отсутствия магазинов в селах и убыточную торговлю? Аделя Коломейц. От оренбургских платков до гатчинских валенок на ярмарке тысячи товаров. Здесь и колбасные домики, и чудо-торты. Любой может попробовать мед и увидеть даже пчел, благодаря которым это лакомство сегодня на столе. Сегодня прямо в центре Казани можно ощутить на себе все прелести настоящей сельской жизни, побывать в деревянном доме, понять, как непросто рубятся дрова в деревне и даже попробовать на вкус самые настоящие сельские соленья. Посмотреть, чем страна богата, приехал Рустам Миниханов в компании губернатора Ульяновской области и главы Центра Союза. Гостей угостили мороженым из козьего молока и показали, как жарят блины на костре. Для кооператоров, что не ярмарка, то праздник. Но этот визит больше деловой. Вопрос на форуме: нужны ли потребкооперации вообще? Потребкооперация – это не только коммерческие структуры, это структуры, которые выполняют огромное количество социальных задач населения. И, конечно же, со стороны и федерального правительства, и со стороны руководителей регионов должна быть оказана максимальная поддержка. В Татарстане каждый четвертый житель республики работает на селе. У продукции кооператоров большой спрос. Ее выбирают почти 1 миллион татарстанцев. В 2016 году товарооборот составил 10 миллиардов рублей. Поэтому, конечно, нужны, подытожил президент. А председатель Совета Центра Союза России даже уверен, у коопераций светлое будущее. Вот сейчас появляются кооперативы, которые собирают лекарственные травы. И они зарабатывают очень большие деньги. И траву можно собрать, но куда ее деть? И если мы создадим механизмы, которые гарантируют сбыт, то все это закрутится. Много производят, но не знают, как реализовать. Проблема сбыта есть в каждом регионе. Накануне форума ее отчасти решили. Теперь продукция кооперации будет представлена в магазине «Пятерочка». Пилотный проект запустят в Татарстане. Исторически Татарстан очень активный. Я надеюсь, что именно потребительское общество Татарстана станет первым таким пилотным для нас в работе и покажет пример. Сделать шаг вперед предпринимателям на селе поможет и опыт Ульяновской области. Сегодня о том, как развивать кооперации, гостям рассказал Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области. Но чей опыт Татарстана или Ульяновска ценнее, еще вопрос. Татпотребсоюз первый в рейтинге региональных союзов. Аделя Кламиц, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Облагородить родник или проложить дорогу – вопросы, которые сельчане решают сообща и через местное самоуправление. Сегодня в Казанском Кремле глав районов и ветеранов самоуправления принимал президент республики. Он вручил госнаграды и 50 легковых автомобилей. Без муниципалитета, без вашей работы, конечно, представить какую-то перспективу без слаженной, четкой работы всех уровней власти невозможно. Ответственность за действия всех уровней власти и всех властных структур приходится в первую очередь слышать вам. Терпение вам, а с нашей стороны поддержка и совместной слаженной работы. От третьего съезда народов Татарстана ждут глобальных решений. Масштабный форум с участием представителей всех национальностей, проживающих в республике, пройдет завтра в Казани. Делегаты выбирали на протяжении нескольких месяцев. Им-то и предстоит разговор о будущем республики. Каким он будет, Дмитрий Аринин.
Съезд народов Татарстана проходит примерно с шагом в 10 лет. Первый состоялся в 1992 году. Тогда главное, что обсуждали, как жить в новых экономических и политических реалиях после распада Советского Союза. Второй съезд прошел в 2007 году. После его предложения в республике появилась Ассамблея народов Татарстана, которая разместилась в Доме дружбы народов. Сейчас в республике работают 6 его филиалов. В них расположились представители разных народов и национальностей, которых в Татарстане 176. Они и станут участниками предстоящего съезда. Головной убор тоже ручной шитый, специальный для съезда. На съезде делегатов можно будет увидеть в национальных костюмах и со всеми своими наградами. Главное же, что они скажут. Так один из представителей узбекского народа заготовил 5-минутную речь. Предложение будет еще более внимательно, чтобы были вот этот наш хрупкий мир согласия, чтобы мы сохранили дальше. Третий съезд народов Татарстана пройдет в этом гостиничном комплексе, где сегодня, кстати, встретились представители потребкооперации. Участников же съезда будет куда больше. И перед ними, так же как сегодня, с докладом выступит президент республики Рустам Минниханов. На съезд приедут 700 делегатов. Их выбрали в каждом муниципалитете Татарстана. В течение 2,5 часов предстоит поговорить о том, что волнует народы республики, и то, каким они видят ее будущее. Каждый предыдущий съезд, а их до этого было 2, по ним принимались, я бы сказал, глобальные решения на основе пожеланий представителей нашего народа. Цель этого съезда такая же. Мы понимаем, что только в дружной семье братских народов республики при полном понимании, взаимодействии и согласии можно добиваться и экономических, и социальных успехов. Вторая часть съезда народов Татарстана пройдет в Театре оперы и балета. Здесь для делегатов устроят концерт, который в песнях и танцах передаст дух каждого народа. Итогом же съезда должна стать резолюция, которая подскажет дальнейшие векторы развития республики. Дмитрий Арин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Специально на съезд приехал и заместитель руководителя администрации президента России Магомед Салам Магомедов. Сегодня его принимал Рустам Минниханов. То, что происходит в Республике Татарстан, важно и для всей страны, отметил гость и выразил уверенность, что вскоре Татарстан станет не только лидером в экономике, но и центром туризма. Это знак уважения жителям республики, доверия руководству республики и тем хорошим, большим, весомым достижениям, которые Татарстан демонстрирует под вашим руководством, является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации. 50 машин скорой, чтобы еще быстрее реагировать на вызовы. Сегодня транспортный парк медицинских станций пополнился. Учитывая, что срок службы одной такой машины всего 5 лет, необходимо постоянное обновление автопарка. В какие районы отправились новые экипажи, увидел Нияз Рахман. Еще 3 года назад Рифат Хайбулин из Буинского района крутил баранку грузовика. Опытный водитель решил сменить поле деятельности. Теперь от его мастерства и мобильности зависит целая жизнь. Новая машина – это новые возможности, говорит водитель. Удобно водить, ездить, не устаешь. Вот такие плюсы. Хорошее освещение, машина категории класса С. Екатерина Замалиева в бригаде скорой помощи больше 10 лет. Это не просто автомобиль, а маленький медицинский центр, говорит девушка. Здесь современное оборудование, которое позволяет отслеживать состояние пациентов и проводить интенсивную терапию уже в момент поступления больного. Оснащенность на самом высоком уровне. Аппарат искусственной вентиляции легких, также прекрасный кардиограф, улучшенные усиленные носилки. То есть все это позволяет оказывать квалифицированную полноценную помощь пострадавшим и пациентам. Эти современные машины спасения жизни оценил сегодня и президент Татарстана Рустам Минниханов. Ведь в медицине, в особенности скорой помощи, в республике особое внимание. Только за последние 5 лет транспортный парк обновился на 300 автомобилей, и процесс продолжается ежегодно. Мы должны за самое короткое время доехать и оказать нужную помощь, потому что здоровье людей – это главный критерий оценки не только системы здравоохранения, это критерии оценки всех властных структур нашей страны. Уже сегодня новые автомобили отправили в свои города и районы спасать жизни тех, кто вынужден набрать номер 112. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Лучше медленно, но верно. С вводом автоматических постов весового контроля в Татарстане торопиться не будут. Сегодня об этом заявил Рифкат Минниханов. Он встретился с грузоперевозчиками. Темы актуальные: весенние ограничения для грузовиков и разные показатели в весовом контроле. Почему решили не спешить? Альбина Минибаева.
В таком формате решать проблему невозможно. Накипело. Вместо того, чтобы делиться наболевшим, некоторые перевозчики реагируют резко. За многолетние пройденные километры проблемы уже стали изъеденными. В момент загрузки транспортного средства перегруза по осям нет, но в процессе движения выходит так, что АО «Амони», как грузоотправителя, штрафует. Правильно говорите, что вы загружаете, все правильно, но, к сожалению, сотрудник госавтоинспекции, когда останавливает автомобиль, он не знает, правильно было это на заводе или неправильно. Сейчас в Татарстане стартует проект по автоматическим весам. А это уже вопрос на опережение. О введении автоматических весов не говорят лишь ленивые. Татарстан – первый регион в России, который начал тестировать автоматику, но со штрафами обещают повременить. Честно говоря, мы весы доводим. Мы сегодня, вот те весы, которые работают постоянно, у нас есть эталонные КАМАЗы, мы постоянно прогоняем и так далее. Я вам даю гарантию, что если весы автоматически Республика Татарстан заработают, они будут работать в пределах погрешности. Мы считаем, где-то погрешность должна быть где-то 16-18%, не менее. Мне положено 33 тонны и 100 килограмм. Сейчас действует весеннее ограничение для больших грузов. Перевозчики жалуются на экономические потери. На грани срыва может оказаться и вывоз мусора. Эмоционально накалены сейчас и предприниматели, которые перевозят мусор. Весенние ограничения их также касаются под угрозой двухмесячных по уборке города. Поэтому бизнесменам остается или надеяться на благосклонность инспекторов, или же на лояльность судьбы. Предприниматели говорят, они не успевают вывозить ТБО. Вес превышает разрешенный до 14 мая. За любой перевес штрафы для юрлиц до 300 тысяч рублей. Мы не можем покупать платные разрешения, потому что многие из нас работают по тарифам утвержденным. И мы не можем вкладывать в тариф, не предусмотрены такие расходы. В разговор включаются и туристические перевозчики. Скоро каникулы. Бизнес просит упростить правила перевозки детей на близкие расстояния. Позиция ГИБДД категорична. На кону безопасность детей. У нас даже бывает, когда мы перевозим детей на те же самые экскурсии, просто мы берем автобус, с маршрута снимаем, как вот буквально 28 марта у нас и по графикам было, никаких уведомлений абсолютно нет. Предложение бизнеса управления ГИБДД возьмет в разработку. В частности, они касаются упрощения выдачи доп. Разрешений для больших грузов. Альбина Минибаева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Более 400 клиентов ТФБ «Финанс» получат страховые возмещения от АСВ. Эти вкладчики успели расторгнуть договоры доверительного управления до наступления моратория в самом банке. Сейчас их права приравняли к вкладчикам. О новом повороте старой истории Александра Севастьянова. До 1 400 000 именно столько получат экс-клиенты ТФБ «Финанс». Ранее эти вкладчики не могли получить возмещение от АСВ из-за того, что статус их денег был неизвестен. Более 400 человек расторгли договоры доверительного управления в последние дни работы банка. Тогда счета уже были заморожены, поэтому операцию довести до конца не удалось. Министерством экономики Республики Татарстан совместно АСВ проведена работа, по результатам которой данные граждане могут обращаться в банки-агенты и уже сегодня получить страховое возмещение в сумме до 1 400 000 рублей. Сейчас в реестр кредиторов Татфонбанка включили более 420 клиентов ТФБ «Финанс». Общая сумма их вкладов почти 330 миллионов рублей. Все, кто расторгли договоры доверительного управления до введения моратория в банке, могут уточнить, попали ли они в реестр по телефону горячей линии. Напомним, на этой неделе Татфонбанк закрыл все казанские отделения, кроме главного офиса. Клиентов обслуживают только здесь. Время работы продлили с половины 10 утра до 5 часов вечера. Работники банка начали получать уведомления об увольнении. Мы производим расходные материалы для лаборатории. То есть у нас мало производственной компании, которая занимается такими вещами. Вместе с тем продолжают работу и с пострадавшими предпринимателями. Только микрозаймов выдали более чем на 600 миллионов рублей. Один из получателей – Ильдар Гарипов. Компания занимается производством медицинских материалов. Благодаря этому и мы и рассчитались, какие-то долги были перед поставщиками сырья и перед поставщиками комплектующих, что необходимо для наших изделий. То есть эта ситуация спасла. Спас микрозаймы бизнес Дмитрия Егорова. Он занимается производством окон. Льготный кредит помог погасить задолженность перед поставщиками. Если бы мы ее не погасили, то пришлось бы или продавать часть оборудования, либо какие-то активы, избавляться от них для того, чтобы хоть как-то выискивать средства. В планах воспользоваться льготным лизингом. На данный момент предпринимателям в этой форме поддержки выдали уже более 146 миллионов рублей. Александр Севастьянов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.
К 2 годам условного срока приговорили учредителя Челнинского бассейна «Афина», где в ноябре утонула девочка. На такой же срок Наталье Мавренковой запретили оказывать услуги населению. При этом администратора бассейна полностью оправдали, а исковые требования потерпевших на сумму 3 миллиона рублей удовлетворили лишь на треть. Напомним, несчастный случай произошел в бассейне 19 ноября. Это новости на ТНВ. Далее в программе. Ремонт. Что вы пристали к этой площади? До чего доспорились городские власти и владельцы дома в Старо-Татарской Слободе? Лина Зинатуллина. 4000 новобранцев. Зубная щетка, станок бритвенный, картриджи со сменными лезвиями. О том, как татарстанские призывники будут свой долг родине отдавать, в сюжете Сергея Хайдарова. Спорный ремонт. Арбитражный суд сегодня разбирался в деле о доме на улице Каюма Насыри. Неделю назад мы рассказывали, что казанский исполком требует снести постройку как незаконную. Владельцы утверждают, что отремонтировали здание. Город же видит полную перестройку. Из зала суда Лина Зинатуллина. Что вы пристали к этой площади? Пристал к площади здания городской исполком. Ведь дом на улице Каюма Насыри, который несколько лет назад выкупили частные лица, стал в 2 раза больше. Собственник утверждает, что лишь отремонтировал здание. Истцы уверены, облик полностью изменен. Капремонт, реконструкция или полная перестройка. Что сделали с домом, разбирается теперь суд. В прошлом аварийное здание сейчас выглядит вот так. Техническое состояние хорошее, а вот то, что у дома увеличилась площадь и даже вырос новый этаж, ставит под сомнение законность проведенных работ. Вы назвали его антресолью или оно является антресолью? Назвал его антресолью. А чем оно является на самом деле? Это этаж? Уже один раз ответьте окончательно. Это антресоль или чердак? Это чердак. В технических терминах и юридических тонкостях можно разбираться бесконечно. Как аргумент, фотографии до и после. Однозначно их прокомментировать не смог даже эксперт, которого привлекли оценить проведенные работы. На эту картину посмотрите. Вот этот дом и вот этот дом. Это один и тот же объект? Не могу сказать. В исполкоме настаивают на сносе постройки и считают ее незаконной. Чтобы добиться справедливости, сегодня запросили провести дополнительную экспертизу. Очередное судебное заседание назначили на 2 мая. Мы будем следить за развитием событий. Лина Зинатуллина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Добро пожаловать домой! Жилой комплекс «Веснушки» в Казани распахнул двери для посетителей. Увидеть, на каком этапе находится строительство, и оценить качество смогли будущие жильцы и риэлторы. На дне открытых дверей побывала и Александра Севастьянова. Здесь я поставлю большой шкаф-купе, где вместятся все мои наряды. Здесь прихожая, дальше кухня. Все в светлых тонах. Дизайн уже разработала. Пока достраивается дом, Алена Кондратьева вовсю строит планы на будущую квартиру. Веснушка купила студию, квадратуру, да и сам проект дома для себя называет идеальным. Мне очень нравится планировка. Достаточно все компактно и все есть. Действительно недорогие цены. Я не ожидала, что я могу найти вообще в городе Казани такие цены. Плюс удобное расположение жилого комплекса, центр Московского района. Всего в доме 308 квартир. Само здание построено по принципу смарт-жилье. Оптимальный вариант для проживания. У каждого квадратного метра свой функционал. Полноценная оснащенность и у территории общего пользования. Только лифтов в доме 4. Долго ждать лифт, тут такой проблемы вообще не будет. 4 лифта, которые позволяют с парковки, с 1-го этажа, с стилобата попасть в квартиру. Дальше. Двор полностью закрыт от посторонних. То есть пользоваться детскими площадками для отдыха могут только жильцы. Кроме того, обещают, зимой дом будет теплым, а летом прохладным. На следующей неделе строители возьмутся за фасад здания. Затем остекление балконов и внутренняя отделка квартир. Изначально объект планировали сдать под Новый год, 31 декабря. Планы поменялись на радость будущим жильцам. Уверяют, успеют подготовить к вводу в эксплуатацию в августе этого года. Александр Севастьянова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Год в сапогах. Татарстанские призывники сегодня отправятся на службу. Их ждут в Нижнем Новгороде, Саратове, Хабаровске и других городах. Всего в ходе призывной кампании в армию призовут 4000 новобранцев. С будущими солдатами пообщался Сергей Хайдаров. Крики «Ура!» и слезы на глазах. Уже сегодня сотни татарстанских призывников отправятся на военную службу. Представители военных частей за ними уже приехали. Кто отправится в Саратов, а кто и вовсе на границу с Китаем. Именно туда уже сегодня поезд увезет 18-летнего Ильнура Гайнуддинова. Я поеду служить в Пекин. Там очень теплый город. На границе Китая.
Ну, для этого, наверное, придется заучивать китайский язык там. Перед отправкой все призывники республики находятся в центре сбора призывников. Зубная щетка, станок бритвенный, картриджи со сменными лезвиями. Здесь для них все условия. Трехразовое питание, все условия для личной гигиены, медицинское обследование, ну и самое главное – отдых. Отдыхают призывники в подобных кубриках. Всего таких комнат 3, каждая вмещает в себя не меньше 140 спальных мест. Но здесь солдаты оказываются не так часто, всего 2 раза в сутки. Утром, когда просыпаются, и ночью, перед сном. Без денег и связи солдаты также не останутся. Здесь, в центре сбора призывников, им выдадут и сим-карты, и банковские карты. На личный счет новобранцев ежемесячно перечисляют по 2000 рублей, сиротам 3000. Напомним, что всего этой весной из Татарстана в ряды вооруженных сил отправятся 4000 призывников. Первые отправки уже прошли в Нижнекамске и Челнах. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». В Бахчисарайском районе Крыма появятся новые мечети и православная часовня. Их заложили сегодня. Дата не случайна, ведь 21 апреля – день возрождения реабилитированных народов полуострова. Какое место выбрали для новых храмов, по телефону расскажет наш специальный корреспондент в Крыму Дина Газалиева. Сегодня для крымчан особенный день. После присоединения полуострова к России здесь появилось много новых праздников. Но День возрождения реабилитированных народов Крыма особенный для многих, потерявших десятилетия назад своих близких. Армяне, немцы, болгары, ну и, конечно, крымские татары. Сразу после указа президента страны о реабилитации на железнодорожной станции со звучным названием «Сирень» закипела работа. Именно отсюда увозили поезда с репрессированными людьми. Поэтому решение построить именно здесь масштабный мемориальный комплекс вполне ясно. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. То, что мы сейчас совершили, закладка часовни, закладка мечети, это важно, это показывает и символизирует взаимопонимание, дружбу между нашими главными конфессиями и между нашими народами, которые населяют богоспасаемый полуостров Крым. Сегодня в Бахчисарайском районе холодный ветер, пасмурно, но это не остановило жителей района. Все желающие пришли на торжественную памятную церемонию. 2 храма на одной территории, мечеть и православная часовня, через год будут функционировать в мемориальном комплексе. Начать решили именно с традиционных религий. В планах здесь же позже возвести еще храмы. Потомки, глядя на нас, они будут брать с нас пример, и вот ту традицию добрососедства, взаимосогласия, которую мы сейчас продемонстрировали, они будут прививать своим детям. Как заявили сегодня собравшиеся на церемонию, раньше железнодорожная станция «Сирень» символизировала боль и отчаяние. Сегодня с ней связывают надежды на полноценное возрождение всех народов Крыма. По планам закончить строительство мемориального комплекса к 75-й годовщине депортации. Это 2018 год. Дина Газалиева, ТНВ, Бахчисарайский район, Республика Крым. Апрель преподносит не только погодные сюрпризы, но и необычные видеозарисовки. Сегодня в Кировском районе Казани у дороги очевидцы заметили лошадь. На видео люди пытаются спугнуть животное, но она явно не боится. Откуда в городе появилась лошадь, остается только догадываться. А вечерний эфир ТНВ продолжит. Программа «Вызов 112» погибла на пешеходном переходе. Все подробности через несколько минут. А далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды. Мы же увидимся в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. Продадим любой ценой. Ограниченная партия автомобилей Nissan с максимальными скидками. Узнайте подробности в автоцентре «Марка». Звоните 4 5 3 единицы. Лидер – это тот, за кем идут другие. Только команда в спорте или на производстве способна прийти к победе. Это решающий гол казанского синтеза. Казань-Оргсинтез. Химия успеха. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь.
Chevrolet Niva. Надежный внедорожник с постоянным полным приводом. Созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в Кан-Авто на новый Chevrolet Niva с выгодой до 60 тысяч рублей. Кан-Авто. 100 тысяч подарков. Весь апрель Мебельград дарит подарки каждому покупателю. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Дети, что между вторником и четвергом? Скидки в пятерочке. Пятерочки каждую среду. Всем родителям с детьми скидка 10%. Приходите в среду за покупками всей семьей. Пятерочка выручает. Только до конца апреля. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч. Лада Гранта до 60 тысяч. И X-Ray до 90 тысяч рублей. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Только в апреле. Удача в придачу в аквапарке «Ривьера». Приходи и получи гарантированный приз. 23 апреля в 10 часов Казанский государственный медицинский университет объявляет День открытых дверей. Бутлерова, 49. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277 82 29. УАЗ «Патриот» уверенно чувствует себя и в городе, и на бездорожье. В апреле Кан-Авто увеличил выгоду на автомобили УАЗ до 165 тысяч рублей. Успейте воспользоваться предложением и стать владельцем обновленного УАЗ «Патриот». Кан-Авто. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Грациозные лошади покоряются юным спортсменам. В Казани стартовал открытый чемпионат и первенство республики по конному спорту. На городской ипподром съехались лучшие представители со всей страны. Конкур, выездка и троеборье по этим олимпийским видам спорта будут определять сильнейших. Первыми на старт вышли юниоры. Любовь к лошадям у этих девушек проявилась с раннего возраста. И далеко не у всех родители имеют отношение к конному спорту. На наших юных воспитанниц возлагают большие надежды. Открытый республиканский чемпионат – первый шаг к большим победам. Турнир завершится в воскресенье. Там и сформируется окончательный состав сборной республики для участия в чемпионате страны. Я с детства очень сильно любила лошадей, и еще в 4 года я хотела попасть сюда, и вот свершилось. Инициатива пойти и заниматься была моя. Родители ее поддержали, и теперь сопутствуют моим успехам. Улучшают свои навыки не только спортсмены, но и тренеры. В Казани проходит обучающий семинар по лыжным гонкам. Молодые опытные специалисты собрались на первую научно-практическую конференцию под названием «Лыжные гонки. Существующая проблематика и пути решения». К участию были приглашены руководители и тренеры спортивных школ республики. Организатор мероприятия – Федерация лыжных гонок и биатлона Татарстана. Очень важно, что на заседании будут подниматься вопросы мировых тенденций в лыжном спорте, а также необходимые условия для подготовки мировых и олимпийских чемпионов. Татарстан я наблюдаю, конечно, сейчас большой прогресс, молодцы, и массовость у вас, и мастерство, и вот события, не только практика, но сейчас теория, это очень здорово, это похвально. К новостям хоккея. Казанская «Динамо» продолжает выступление на Кубке мира среди полицейских. Турнир в эти дни проходит в Чехии. В заключительных матчах группового этапа наша команда была сильнее сборной Австрии и Венгрии. В общей сложности татарстанские силовики забросили в ворота соперника 18 шайб, в то время как пропустили всего 2. В полуфинальном поединке динамовцам противостояли хозяева турнира. Татарстанцы одержали убедительную победу со счетом 5-2. И теперь ждут соперника по финалу. За вторую путевку Кубка мира сразятся полицейские московского и австрийского коллективов. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте, поговорим о погоде. В республику начал поступать более теплый воздух, и в предстоящие сутки ожидается повышение температур. Будем надеяться, что в наши края вновь вернется долгожданная весна. По данным Яндекс.Погода, в предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана ожидается переменная облачность. Ночью будет до 6 мороза и без осадков. Днем до 6 градусов выше 0, местами ожидаются дожди. На северо-востоке ночью -3, днем же до 8 тепла, будет пасмурно и без осадков.
На севере республики облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ночью будет до 4 мороза, днем же до 8 градусов тепла. На северо-западе ожидается переменная облачность без осадков, ночью до 4 мороза, днем же до 7 градусов выше 0. На юго-западе пасмурно, ночью до 6 мороза и без осадков. Днем местами ожидаются дожди, температура воздуха составит до 6 градусов выше 0. В центральном районе республики будет пасмурно и без осадков. Ночью до 5 мороза, днем до 7 градусов выше 0. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В предстоящие сутки в Казани будет пасмурно, но без осадков. Ночью до 5 мороза, днем же до 6 градусов выше 0. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.